Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Интинцы сами разрушают город, в котором живут. Очередной акт вандализма совершен на острове в парке культуры и отдыха. Не все жители Инты радуются теплым весенним дням. Особенно страдают жильцы домов с протекающими кровлями, ведь они видят дождь не только за окнами, но и в своих квартирах. Интинские медики пошли навстречу населению. По выходным в центре города начал работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Подтопление села Петрунь, Новобольничного, участка автодороги в поселке Юстедор и возгорание полигона твердых коммунальных отходов. В администрации города прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Интинского округа. На протяжении 3 дней с 13 по 15 апреля в муниципалитете будут проводиться командно-штабные учения, связанные с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводка, защитой населенных пунктов от природных пожаров. Согласно вводной первого этапа учения, на территории Республики Коми ожидается сильный дождь, ветер до 20 метров в секунду и потепление до 19 градусов. Неблагоприятные погодные явления вызвали резкий подъем уровня воды в реках, в связи с чем введен режим функционирования «Повышенная готовность». Утвердить постановлением администрации МОГУ-НТ комплекс мероприятий по обеспечению готовности к минимизации последствий возможной чрезвычайной ситуации вследствие неблагоприятных природных явлений. Его главы городского округа НТ, руководителя администрации МОГУ-НТ Николая УГИ, уточнить состав и провести проверку готовности оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГУ-НТ к действиям по предназначению в зоне возможной чрезвычайной ситуации. В рамках проведения учебных мероприятий членами комиссии приняты ряд решений. Ответственным лицам поручено обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информировать население о приемах и способах защиты от нее, проверить готовность пунктов временного размещения населения из зон подтопления. В районе Новобольничного и селе Петрунь должны быть организованы подворные обходы в целях информирования и контроля уровня воды в реках Большая Инта и Уса. Интинской ЦГБ рекомендовано организовать подготовку коечного фонда, медицинских средств и оборудования для оказания экстренной помощи пострадавшему населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации. За время проведения командно-штабных учений специалисты получат несколько разных вводных, которые необходимо оперативно отработать. Ежегодно интинские кровли не выдерживают прихода весны. Во время таяния снега и дождей квартиры верхних этажей в некоторых домах оказываются затопленными. Часть жилфонда в центральной части города никогда капитально не ремонтировалась. Управляющие компании латают дырявые крыши, но эффекта нет. Жители дома 15 по улице Горького несколько лет борются с коммунальщиками и требуют решения проблемы. Интинка Нина Сапешко живет в доме Горького, 15, 1972 года. 4 года назад здесь начала течь кровля. У Нины Сергеевны пострадали коридор, кухня, спальня и ванная. Сейчас проблема как никогда актуальна. Квартира Интинки заставлена тазиками и ковшиками. С крыши течет, а они там на крыше смотрят, снега нет. А у меня тут сток, вот сток с крыши, да? У меня все, вот, значит, сток у них не работает, я так понимаю. Сток, наверное, где-то надо его почистить, потому что у меня все везде все идет, плиты это вот сходятся где. Вот у него тут и здесь, и на кухне, и в ванной все у меня течет. Я вся устала уже. Старенькая, мне уже трудно это переносить все. И ночью кап, 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 кап. По словам руководства управляющей компании, они регулярно делают текущий ремонт крыши. Это помогает на время, но глобальную проблему может решить капитальный ремонт. По программе регионального оператора работы тут должны были проходить лишь в 2027 году. Жителям дома удалось перенести сроки проведения ремонта на следующий год. Она обращается у нас постоянно, это наша активная жительница, которая была инициатором собрания о переносе сроков капитального ремонта в 2019 году, когда управляющая компания вступила в обслуживание. То есть мы стали искать людей, которые стали инициаторами. Наша бабулечка сразу изъявила желание
И они проделали огромнейшую работу. Это нужно было пройтись по всем квартирам, людей убедить в том, что у нас дом требует капитального ремонта. И в 2019 году мы провели провели собрание, отправили региональному оператору, и дом перенесли на ближайшие сроки капитального ремонта. Но, естественно, ежегодно мы проводим текущий ремонт. На данный период времени, то есть кровля абсолютно без снега, она уже почти 2 недели, как даже снежинки никакой нет. Но я думаю, что на данный период, вот именно сейчас, проблема в сливе. То есть в летний период мы, либо в мае месяце, когда только более-менее кровля просохнет, если не будет дождей, вскроем воронку и посмотрим, что там внутри. Благодаря жителям проявили инициативу, провели собрание собственников и перенесли с 2027 года ремонт кровли на следующий год. В этом году уже будет разработана ПСД. С региональным оператором я еще раз сегодня связывалась, чтобы уже наверняка, чтобы это было не громогласно, чтобы потом не сказали, что наговорили, наобещали, а в итоге ничего не сделали. ПСД уже готовится, это проектно-сметная документация на кровлю, и в следующем году уже будет ремонт выполняться. Нина Сергеевна очень надеется, что капитальный ремонт кровли проведут. Она ждет этого с нетерпением. Свои заслуги в переносе сроков работ женщина не признает. Говорит, что ничего не видит в этом особого. Куда надо, где приглашают, туда иду. Конечно, и так отстаивай мне, что нравится, они там помогают все, когда попросят, что же. А сказали прийти на собрание, ну что же, я откажусь? Нет, конечно, и пошла. Оказывается, польза получилась. Течь кровли – актуальный вопрос для нынешнего сезона. Многие интинцы годами борются с этой проблемой, но зачастую решить ее может только капитальный ремонт крыши. Зимой, когда немножко оттепель, все равно течет. Все течет, даже зимой. А уж когда идет дождь, тогда уже не знаю, что делать. Уже не могу даже сказать. У меня посуды нет уже, что тут выставлять. Вот тут мышка поставила. Сыплется. Все сыплется. Ну, хорошо, что не отказывается, но я так надеюсь, что они должны сделать ремонт. Это, конечно, я уже... Да мы и без них бы сделали, но это их работа. Ну, у нас практика такая в управляющей компании. То есть мы после окончания летнего периода, после ремонтов кровель, делаем всем ремонты. То есть либо выплачиваем компенсацию людям, если они хотят сами делать ремонт, либо делаем ремонты. У нас такого не бывает, что кому-то отказали. Ремонт в квартире интинки управляющая компания сделает после того, как выявит и устранит причины течи кровли над жильем заявительницы. Ежегодно в разных уголках Интинского округа благоустраиваются общественные территории. Устанавливаются игровые площадки, спортивные комплексы, скамейки, урны, качели, беседки. Правда, в целости и сохранности остается далеко не все. Очередной акт вандализма совершен на острове в парке культуры и отдыха. Хулиганы сломали несколько беседок со скамейками и качели. Большинство интинцев хотят жить в красивом, благоустроенном городе, но есть и те, кто не ценит чужой труд, варварски разрушая все на своем пути. Общественные территории регулярно подвергаются атакам вандалов. Хулиганы не обращают внимания на установленные видеокамеры и не боятся наказаний за порчу имущества. В течение зимнего периода 2 беседки таких были сломаны неизвестными гражданами. Значит, качели повреждены одни, значит, эти конструкции мы убрали на базу пока для последующего ремонта. То есть к июню месяцу отремонтируем, назад выставим. Но это вандализм, и деньги-то эти будут муниципальные, которые будут направляться на ремонт. И хотелось бы, чтобы эти деньги муниципалитет-то всем нам хотелось, чтобы он направил на другие новые, может быть, конструкции, в каких-то дворах других, для детей наших. Но, к сожалению, какая-то часть денег все равно пойдет на ремонт этих вещей, которые должны долго служить, а не ломаться. Приобрести, доставить в Инту и установить новые качели или беседку – удовольствие не из дешевых. Постоянно покупать и менять сломанные конструкции у муниципалитета нет возможности. Специалисты вынуждены заниматься ремонтом, тратить на восстановление ущерба много сил, средств и времени. И этот процесс непрерывный. Не успели починить что-то одно, как тут же люди ломают что-то другое. На 10-15 тысяч рублей можно новую беседку купить, новую какую-то качель. То есть это все все равно деньги. И самое-то главное тут, скажем так,
неприятность этой всей ситуации, потому что люди стараются, люди делают, люди вот это все обслуживают, чистят, там моют, и вот когда они там приходят и видят вот такое, ну, неприятно на душе у всех. Парк культуры и отдыха, к сожалению, не единственный пример. Подобные акты вандализма в нашем округе происходят регулярно. Интинцы сами разрушают город, в котором живут. Приятно там что-то очищать, делать новое, а не ремонтировать вот сломанное просто какими-то вот нехорошими людьми, скажем так. И опять же, это, скорее всего, это ж не взрослые делают, это молодежь. То есть, опять же, это родители, которые не знают, не понимают, где их дети гуляют и чем они занимаются. То есть хочется, чтобы как бы взрослые больше внимания там уделили своим подросткам, где они находятся и почему они именно здесь, почему на острове гуляют. Потому что, ну, вот зимний период, понятно, что площадка там у нас и снега много, и все. То есть здесь как бы зимой-то особо делать нечего, по большому счету, кроме как гулять просто, а не ломать вот эти вещи все. В ближайшее время территория парка культуры и отдыха будет приведена в порядок. Сейчас коммунальщики занимаются очисткой площадок от снега. Ближе к лету специалисты планируют отремонтировать и установить все сломанные конструкции. Интинские врачи предлагают горожанам воспользоваться передвижным прививочным пунктом, который будет работать по субботам и воскресеньям в Доме быта. Теперь позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию от коронавируса можно без предварительной записи и похода в поликлинику. В минувшие выходные услугами мобильного кабинета уже воспользовались более 60 горожан. В ближайшее время мобильный прививочный пункт будет работать в Доме быта каждые выходные. Эта практика показала себя с отличной стороны. Во всех городах проходятся выездные вакцинации против ковид-инфекции. И мы решили последовать опыту других городов, в том числе и других городов нашей республики. К сожалению, не успели дать достойную рекламу этому мероприятию нашему, но тем не менее мы увидели такой отклик высокий у интинцев, очень рады этому. За 2 часа работы у нас вакцинировано уже около 25 человек. Ну и наше решение вакцинировать людей по субботам и по воскресеньям с часу до 16 часов остается в силе. Как оказалось, не всем горожанам удобно идти в поликлинику и записываться на вакцинацию заранее. Людям проще в свой выходной день, гуляя по магазинам, по пути сделать прививку. Видел в СМИ, это проще, чем записываться, ждать очереди. Вот пришел сюда. Да, работаем. Воркута уголь. Поэтому надо прививаться. Там очень большой риск заражения. Я пошла в поликлинику, мне сказали, здесь сегодня будет в Дом быта без очереди. Там же надо на очередь записываться и к терапевту идти. Не каждый попадет туда. Время-то идет. Алдоне Заринбайте 64 года. Она трепетно относится к своему здоровью. Женщину и ее близких коронавирус миновал стороной. Но чтобы обезопасить себя и свое здоровье от последствий новой инфекции, она решила сделать прививку. Алдона признается, что перед вакцинацией волнуется. Как-то неприятно. Как человек будет переносить. На бумаге одно написано, а организм-то разный. Поэтому волнуетесь немножко. Да. А кто-то, может быть, из знакомых делал прививку? Никто не делал. Галина Шумова гуляла по торговому центру и, увидев мобильный прививочный пункт, решилась на вакцинацию. Она пенсионерка, и ее возрастная группа как раз находится в особой группе риска. Старалась не выходить на улицу. Находилась на больничном, как работающая была еще тогда. Не работаю с ноября месяца. Решила сделать прививочку. Делала сестра моя с племянницей. Перенесли хорошо обе. Так что посоветовали мне сделать тоже. Собираюсь ехать в отпуск, поэтому делаю прививку. Перед уколом интинцев осмотрел терапевт. Они заполнили все необходимые бумаги. Кстати, вторую прививку горожане также смогут сделать здесь же, придя в торговый центр через 21 день. Все совершенно обычно проводится точно так же, как и в поликлинике. Проводится фельдшерский осмотр перед вакцинацией. Люди заполняют анкету, и им все разъясняется, все точно так же, как в первой поликлинике проводится вакцинация. Мы постарались соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования.
к нашему мобильному прививочному пункту, поэтому вакцинироваться здесь совершенно безопасно и гарантированно каждый получит тот объем медицинской помощи перед вакцинацией, который необходим. Пробная акция по вакцинации в торговом центре теперь станет регулярной. Каждые выходные в Доме быта на первом этаже с 13 до 16 часов будет проходить вакцинация населения от коронавируса. В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». За право участвовать в заключительном туре на федеральном уровне сражаются около 20 лучших педагогов из разных городов и районов Коми. Инту представляет учитель иностранных языков гимназии номер 2 Анна Косолапова. Напомним, в этом году из 7 участников муниципального этапа конкурса «Учитель года» победу одержала Анна Косолапова. По итогам всех испытаний ей удалось набрать наибольшее количество баллов и выйти на региональный уровень. Анна Сергеевна – отличный учитель, которого уважают коллеги, ценят родители и, самое главное, любят дети. Она умеет найти подход к каждому ребенку. Ежегодно ее выпускники показывают высокие результаты ЕГЭ по французскому языку, становятся победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Анна Косолапова активно взаимодействует с Институтом иностранных языков Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, является сертифицированным экзаменатором-экспертом по приему международного экзамена по французскому языку. Вы знаете, я не в первый раз участвую уже в этом конкурсе. 7 лет назад я тоже участвовала. А почему в этот раз? Я очень люблю учиться. Очень люблю учиться, узнавать что-то новое, пробовать свои практики педагогическое, что-то новое. И поэтому для меня этот конкурс был как возможность чему-то научиться, что-то показать, кого-то научить чему-то новому и обобщить весь свой опыт, который я использую в своей педагогической практике. Несколько лет назад Анна Косолапова сама училась во французской гимназии. Бывшая выпускница окончила педагогический институт и вернулась в родные стены образовательной организации. Медалистка в второй гимназии в свое время, с красным дипломом, окончившая университет и работающая сегодня здесь, учитель, которого любят дети, которого уважают родители, который дает высокие результаты своего профессионального труда. Это, конечно, это гордость города. Конкурс «Учитель года» проводится в Республике Коми ровно 30 лет. Он имеет богатую историю и по праву может считаться образцом профессионального педагогического состязания. В этом году учителям предстоит пройти несколько конкурсных испытаний – методическая мастерская и урок. Лауреаты проведут мастер-классы и классные часы, примут участие в пресс-конференции. По итогам будет определен победитель, который представит Республику Коми в финале всероссийского состязания. Его имя станет известно 16 апреля. Интинцы вспомнили школьные времена, правила русского языка и проверили свою грамотность. Ежегодно горожане принимают активное участие во всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант». В этот раз текст оказался не очень сложным. Трудностей с орфографией и предложениями, насыщенными пунктуационными знаками, у людей не возникло. В минувшую субботу, 10 апреля, более чем на 3000 площадок в 60 странах мира, в том числе и в Инте, прошел тотальный диктант. Тотальный диктант всегда вызывал большой интерес. Мы уже в 7-й раз сегодня его пишем. И прошлый год мы писали в формате «Пишем дома», потому что действовали жесткие ограничения. И организаторы придумали такую альтернативу традиционному проведению диктантов. И люди приходили в библиотеку, регистрировались, брали бланки, ручки, писали дома по трансляцию, потом приносили, сдавали работы. И очень много человек приняло участие. Это показало лишний раз, что даже в условиях ограничений жестких люди не хотят отказываться от любимого мероприятия. И мы лишний раз убедились, что тотальный диктант пользуется интересом, спросом среди интинцев. И сегодня, вот в этом году, мы наконец-то смогли, все равно, конечно, с сохранением определенных ограничений, но собраться в Центральной библиотеке. И, думаю, не только я, но и каждый участник очень рад этому. Тотальный диктант – это ежегодная образовательная акция в форме диктанта для всех желающих. В Инте она проводится уже 7-й год подряд. Площадка для его написания всегда служит Центральная библиотека. Я уже забыла, который раз я диктую тотальный диктант. И хочу сказать, что все время встречаюсь с людьми разными, которые приходят для того, чтобы не только познакомиться с текстами вот самых популярных в последние годы авторов, но еще и проверить собственную грамотность и
не только пунктуационную, орфографическую, а еще и речевую. То есть людям это необходимо, иначе бы они не шли. А по всей стране это вообще бум. А за границей это еще больший бум среди русских, которые живут, да, за пределами нашей страны, и среди тех, кто изучает. Это я точно знаю. И поскольку такой популярностью акция пользуется, ее нельзя, ну, что называется, сделать более частотной. Она перестанет быть такой эксклюзивной, такой интересной. А раз в год вполне и подготовиться успевают люди, которые хотят пятерок, и удовольствие получить. Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный российский автор. В этом году произведение в 5 частях создал писатель Дмитрий Глуховский. 4 из них пишут на очных площадках и в онлайн-формате, а 5-я часть, развязка текста, стала доступна для написания на официальном сайте акции лишь 10 апреля. Ну, я первый год решила попробовать. Вот. Мне очень нравится русский язык, несмотря на то, что скоро уже 50 лет, как я закончила десятилетку. Вот. Я к внуку прививаю любовь к русскому языку, литературе. Я пишу стихи. Мне очень нравится русский язык. И обидно, когда вот слышишь неправильное произношение, там, такие выражения, как нынешнее, тутошнее. И хочется, чтобы наши дети и внуки все-таки знали русский язык правильно, произносили и писали. Я думаю, можно и чаще. И желающих было бы много все равно. Я принимаю первый раз участие. Конечно, хотелось, а так сейчас получилось. Вот приехала к дочке в гости сюда, и она говорит: мама, у нас проходит диктант, не хочешь попробовать? Хочу, потому что заканчивала я первую школу, здесь училась. У меня был замечательный преподаватель русского языка Куркова Ольга Ивановна. И она настолько привела любовь к русскому языку. И, в общем-то, я достаточно грамотно в то время писала. Вот хочу попробовать, не знаю, не забылось ли что-то за эти годы. Перед началом диктанта прошел кинопоказ короткометражного художественного фильма «Обещание», снятого по тексту Глуховского. В этом году впервые за всю историю проекта произведение для диктанта было экранизировано. Это трогательная лента раздумья о ценности человеческой жизни, жизненных ценностях, преемственности поколений. После просмотра короткометражки, определения плана написания работы и правил заполнения бланков интинский диктатор Ольга Витальевна Захватова, учитель русского языка и литературы лицея номер 1, пожелала всем удачного написания диктанта. Каждый год мне задают один и тот же вопрос относительно сложности текста. Бывают тексты запредельной сложности. В этом году Дмитрий Глуховский, видимо, решил, чтобы все, кто пишет по его произведениям диктант, были отличниками. Там, за исключением 2-3 авторских знаков, все прозрачно и очень красиво. Поэтому я надеюсь, что такого популярного автора на 5 напишет вся страна. Из года в год проект модернизируется, появляются новые форматы написания. Так, в прошлом году из-за ограничений был разработан формат «Пишем дома». В этом году участники могли выбрать любой из 3 форматов – онлайн, офлайн или писать дома. Ограничений для участия нет никаких. Не важны ни возраст, пол, образование, ни профессия, семейное положение и взгляды. Многим нравится принцип анонимности. В этом году на площадке библиотеки решились писать 29 интинцев. Среди них как новички, так и постоянные участники проекта. Я принимаю участие, наверное, уже раз 5-й или 6-й. Не могу сейчас вспомнить, наверное, вот где-то так. Вот, считаю, что акция это действительно нужна, очень интересно, необходимо, очень много людей заинтересованы. К сожалению, в 2020 году акция прошла «Пишем дома», но тоже приняли участие. И действительно, то есть очень интересно, посмотрели результат, написали на 4 в прошлый раз. Поэтому надеемся, что в этом году результат будет получше. С 2016 года, вот как начался тотальный диктант, мы, по-моему, с Ольгой Евгеньевной каждый год принимаем участие, нам это очень нравится. Мы вообще любим русский язык. Филолог, да? По образованию. Я тоже учитель, поэтому это очень интересно. Первые оценки в 2016 году у нас были 3, потом 4, 5, 4, 5. Сегодня 5 будет точно. Тотальный диктант – это общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров и впервые прошел в 2004 году. Сегодня знание русского языка в рамках проекта проверяет весь мир. С Дмитрием Глуховским я познакомилась не так давно. Его первой работой для меня стали «Сумерки». Пишет он в основном антиутопии. Его знаменитая трилогия «Метро 2033», 34, 35 стала мировым бестселлером. Его знают абсолютно все, по нему создан ряд игр. Автор мне очень нравится. Пишет он интересно, необычно и, собственно, в том жанре, который вполне может стать реальным. В тотальном диктанте я принимаю участие в первый раз.
узнала от своего руководителя о том, что диктовать вживую будет действительно сам Глуховский, и решила поучаствовать. К сожалению, не отлично. Оценка меня неприятно удивила. Значит, уже был стимул и мотивация прийти на следующий раз и проанализировать ошибки, которые были допущены в прошлом году по Горькому. Много было пунктуаций, и многие люди неправильно именно пунктуации 2 оценок не ставят. За пунктуацию учитывалось количество ошибок, и оценка была не понравилась мне. Я не привыкла получать плохие оценки. Поэтому мотивация есть, приходить, смотреть, орфографию смотреть, еще совершенствоваться, посмотреть правила. Допущены были ошибки, я проанализировала и уже в следующем году приняла решение обязательно прийти на следующий диктант. Диктант написан. Итоги станут известны после 15 апреля. Интинцы отметили Всемирный день здоровья. В честь праздничной даты в округе прошла череда мероприятий с насыщенной программой для взрослых и детей, которые могли познакомиться с разными видами спорта и заняться физкультурой. Необычный мастер-класс организовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наш корреспондент Ольга Доценко расскажет, как прошел спортивный час. На прошлой неделе в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается во всем мире 7 апреля, для членов Интинской организации Коми Всероссийского общества инвалидов в школе «Радость движения» провели спортчас. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Центральной библиотеки, на базе которой уже не первый год существует клуб «Мы вместе». С 2012 года на базе Центральной библиотеки работает клуб «Вместе». Это для членов Интинской городской организации Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов. Практически все члены общества регулярно посещают библиотеку. Каждый месяц организуются тематические мероприятия. Людей с ограниченными возможностями познакомили со скандинавской ходьбой, уникальным видом занятий, предполагающим движение на свежем воздухе с использованием специальных палок. Ставим ноги на ширине плеч, палки в руках, в середине. И начинаем махать руками вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Имитируя движение на лыжах. Раз. 2. Разогревается плечевой пояс. У нас 1, 2. Скандинавская ходьба – это простой, универсальный и доступный практически каждому вид спорта, показанный для лечения широкого спектра заболеваний, болезней сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы и других. Сегодня скандинавская ходьба считается одним из видов кинезотерапии, то есть лечения движением. В отличие от обычной ходьбы и обычных прогулок без палок, да, более интенсивно работают мышцы, можно варьировать нагрузку, и это с одной стороны, с другой стороны, да, с ними немного даже легче ходить, потому что это определенная опора, да, для человека. В рамках социального партнерства школа «Радость движения» проводит подобные бесплатные встречи не только с инвалидами, но и с другими незащищенными группами населения. Да, у нас безоплатные занятия проводятся по суставной гимнастике 2 раза в неделю для пенсионеров и других социальных групп, в частности безработных и инвалидов тоже. Мы приглашаем определенные, да, которые сохранные и подвижные, да, приглашаем вторник, четверг в 15:30 на суставную гимнастику для оздоровления, для того, чтобы люди себя лучше чувствовали и повысить качество их жизни. Члены клуба «Мы вместе» очень активны и не сидят на месте. Часто встречаются, посещают выставки, экскурсии, проводят чаепитие. Каждый месяц мы с ребятами собираемся, где у нас проходят концертные программы, разные игровые, познавательные программы. Очень любим участвовать в мастер-классах, где у нас в конце года организовывается выставка. Также выходим на экскурсии. Увлекательная разминка понравилась всем участникам мастер-класса. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.